Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 20 июня около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis sejumlah gambar masa operasi khusus di Ukraina Rabu 22 Juni 2022. Di antaranya, pertahanan udara Rusia yang berhasil menghalau semua upaya serangan militer Ukraina di Pulau Ular. Pertahanan udara Rusia menembak juga merilis jatuhnya pesawat Su-25 milik Angkatan Udara Ukraina di wilayah Kharkiv dan sekitar 20 UAV Ukraina di wilayah DPR. Все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены. Сбиты в воздухе 12 беспилотных летательных аппаратов, 4 ракеты... Rusia juga pengan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Lysychansk dan memutus pasokan artileri Ukraina menggunakan pesawat tak berawak. Tak hanya itu, rudal Onyx di wilayah Odessa menghancurkan hanggar dengan Bayraktar TB2 Ukraina. Инфраструктуры северо-западной части Черного моря. После 8 утра ударом противокорабельных ракет и беспилотного летательного в ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме Школьный... 5 rudal taktis TOCH-KU serta 30 peluru MLRS Uragan dicegat oleh pertahanan udara Rusia di wilayah DPR, LPR, dan Kharkiv. Кроме того, авиация ВКС России уничтожены 2 пусковые установки зенитно-ракетной системы С-300 в районах Очакова и Тузла. 15 howitzer M777 buatan Amerika Serikat dihancurkan, 2 peleton artileri dari howitzer, 2 peluncur S-300 di wilayah Odessa, serta radar pertahanan udara S-300 di wilayah Severs di DPR milik Ukraina. Белая гора, Новодружеск, Мирная долина, Подлесная и Волчияровка. Оперативно-тактической армейской авиации за сутки поражено 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники, пункт управления ВСУ, Di arah Donetsk, 2 peleton MLRS Uragan dieliminir di daerah Saryade, Dimitrov, dan 2 peleton howitzer 152 mm jenis Gatsin B ikut dihancurkan. 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также 2 склада с боеприпасами. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 националистов, 13 танков и других боевых... Lebih dari 600 prajurit Brigade Pertahanan Teritorial 101 Angkatan Bersenjata Ukraina menyerahkan diri ke prajurit Rusia. Донецкой Народной Республики, Деброва, Капитоловка, Лепцы и заводы Харьковской области. Кроме того, перехвачено 5 тактических ракет .У, а также 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Лазовский, Ладанской Народной Республики, Лозовая, Кременец, Александровка, Донецкой Народной Республики, Долгинская и Топольская, Харьковская. Всего с начала проведения специальной операции уничтожено 209 самолетов, 132. Противник продолжает нести значительные потери. Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения. Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать еще ни одного выстрела. В прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация. Мероприятие сопровождается блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации. Подготовка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил. По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Киевским режимом на фоне военных провалов продолжаются вбросы в лучших традициях квартала 95, чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса.